Здравствуйте, в эфире ТУВА-24, интервью дня. Меня зовут Константин Куцвалов. И сегодня мы поговорим о развитии тувинского ММА. А поговорить есть о чем. Сегодня тувинские бойцы вылетели в город Анапу на чемпионат России среди юниоров, а это от 18 и до 20 лет. Сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации ММА Тувы Буян Санам и исполнительный директор Федерации ММА Республики Тыва Денис Шалавин. Я вас приветствую. Добрый день. Первый вопрос такой. Чемпионат юниорский, и значит это полетели те ребята, которые до этого в Бердске, насколько известно, завоевали право там участвовать. Кто поехал на чемпионат, кто их сопровождает, сколько ребят? Поехали у нас двое ребят. В чемпионате России участвуют два первых места. Это золото и серебро. Так получилось, что наши ребята, Андрей Хертек и Билек Хертек, уроженцы города Агдавурака, команда Агдавурак Тим, они в Бердске в своей весовой категории 52 килограмма встретились с разных сторон турнирной таблицы. В финале? Нет, в начале с разных сторон выкосили таблицу, встретились в финале, зашли в октагон, скинулись, как говорят в простонародье, на Цуефа. Кто проиграл, тот занял первое. Ну, вот второе. Ну, наоборот у них получилось. Кто проиграл, занял первое, кто выиграл, занял второе. И, естественно, они оба едут сейчас на Россию. Так нормально? Ну, ничего страшного в этом нет. То есть, они приняли такое решение. Не нарушается спортивный принцип? Нет. Это в пределах. Это был чемпионат СФО? Это был чемпионат Сибирского федерального округа. Кто сопровождает ребят? С ними поехал наш президент Хавалык Александр, их же тренер. Ребята готовы, заряженные. То есть, и мы ждем от чемпионата России 2 медали. Это золото и серебро. Вот вернемся к Бердску, Новосибирскую область, где был чемпионат Сибири. Там помимо этих ребят еще были успехи. Расскажите об этом, немножко вспомним, чтобы все-таки рассказать телезрителям об успехах тувинского ММА, которые в последнее время все чаще случаются. У нас еще серебро получил Сикбилде от ТУК. Это студент ТГУ, наш парень, воспитанник, тоже уроженец города Агдавурака. Он поедет на чемпионат России в июне месяце. Место еще пока, к сожалению, не скажу. Будет представлять наш регион. У нас также есть среди малышей победы. Вот, ну, там еще выезд обсуждается. А также на Кубок России поедет по мужчинам наш молодой парень, наш тяжеловес, гордость наша. Это поедет на Кубок России по ММА. Он занял 3-е место, вот покажет себя, еще раз обкатается. Парень готовится. А вот вы сказали, по малышам это какой возраст? Ну, это мы называем от 12 до 14 лет. Да, 14. 12-13, 14-15, два разных турнира. С какого возраста можно заниматься ММА, уже даже не заниматься, участвовать в турнирах, потому что я помню, был чуть ли не скандал несколько лет назад, когда Федор Емельяненко откровенно высказался против таких турниров, когда, вот, например, помню, на Кавказе какие-то соревнования случились, и он резко высказывал, что детей там до 16, может быть, или до скольки, я не помню, лучше не допускать. Нет, там, получается, была проблема в том, что дети были без экипировки защитной. Это, получается, шлем, в первую очередь, чтобы дети не получали травм. Да, был такой турнир у нас в России. Это был в Грозном вроде турнир. Там выступали ребята, ну, дети вообще, без экипировки защитной. И тогда, конечно, Федор высказал свое мнение в защиту детей, что надо, чтобы дети выступали именно в экипировке. И у нас как раз минимальный возраст получается 12 лет выступления, когда уже можно будет официально выступать. А так заниматься ММА, в принципе, можно, я считаю, то, что со школы, с 1 класса, в принципе, там же входит в развитие именно ловкости, силы, именно таких полноценных контактных спаррингов получается уже более, ну, точнее, с класса, наверное, 5-го. Ну вот, давайте вернемся к Агдавураку. Вы сказали интересную мысль, что это центр сегодняшнего, да, ММА? Да, конечно. То есть все чемпионы, включая нашего первого
первого мастера спорта по ММА, который вот сейчас еще даже документы оформляются, но он есть уже у нас, Хиртек Айслан, Микро, и, во всем ММА-сообществе России этого парня прекрасно знают, на хорошем счету, потому что видят в нем сильного всегда соперника. Он проходил таких топовых бойцов на чемпионатах Сибири, что показал свой уровень, который, опять же, закалил у него Александр Хавалык, наш президент. И Вагдавурак сейчас на самом пике формы. И в этом году чемпионат Сибирского федерального округа показал просто скачок уровня ребят. Микро, вы сказали? Микро, это его псевдоним. Творческий псевдоним. Ага, ну неужели Гдавурак не может составить конкуренцию столице Тулы Кызылу? Ну, смотрите, раньше у нас Кызыл был кузницей чемпионов, так как у нас был до этого спортклуб «Пионер», и мы всегда конкурировали, но из-за пандемии, как вы все знаете, у нас получилось так, что пришлось закрыться, и уже многие бойцы наши закончили вузы, школы и уехали. После этого мы решили все объединиться и сделать как бы таким центром именно Агдавурак, потому что наши тренировочные сборы мы тоже стараемся проводить именно в Агдавураке, потому что здесь в Кызыле есть, бывают такие моменты, когда бойцы тоже могут отвлекаться и так далее. А когда уезжают уже в Агдавурак, там уже спокойно, только зал и зал, тренировки, сборы. То есть ничего не мешает процессу? Да, конечно. Говоря. Ага. Вот если раньше, да, в ММА, даже в Туве еще до недавнего времени каратист выступал, например, против борца. То есть база карате, база борьба, и выясняли, кто там сильнее. А сейчас, насколько видно, бойцы тувинские стали намного универсальнее. В этом плане, получается, когда мы проводили первый чемпионат Тувы по ММА, там каждый боец представлял именно свой базовый вид спорта. Например, борец выходил, только боролся, а боксер выходил, только боксировал. Но сейчас мы видим то, что бойцы развиваются. Также это отличная работа тренеров, которые уже стали более-менее универсальными и развивают наш вид спорта. Благодаря этому сейчас уже у нас нет таких выходцев из традиционного вида спорта, кто придерживается одной базы. Сейчас ребята, в принципе, себя ведут уверенно и в стойке, и в партере. То есть это не смесь всех видов спорта, а уже отдельный вид спорта? Да, конечно. Вот именно ММА – это же отдельный вид спорта. Уже мы сейчас ребят готовим с детства именно как быть универсалом, именно бойцом ММА. И вот такой вопрос. Задача тувинского ММА сегодня какая? Наша задача очень проста. Это достигать максимальных высот, побеждать Россию, ждать, когда откроется для наших спортсменов мир, потому что, как доказала практика последних 7 лет, сборная России по ММА на международном турнире все время забирает первое общекомандное место. Это мы можем честно заявить, да, что Россия самая сильная в мире по смешанным боевым единоборствам по любителям. Это однозначно. И мы хотим, чтобы максимальное количество наших бойцов примкнуло к этой большой сборной. Да, то есть, поэтому ожидаем сейчас от наших ребят в Анапе хороших результатов. Если в своей весовой категории они докажут, что они лучшие в России, да, то есть это логично предположить, что они докажут, что они лучшие в мире. Тем более Андрей Хиртек, который сейчас едет, я с ним общался буквально вчера, он очень заряжен, уверен на победу. Он в том году также чемпион Сибири по ММА, по мужчинам. Ему 18 лет тогда было. Вот, он и на Россию съездил, немножечко не все получилось, как хотелось. Но сейчас ребята за этот год очень сильно набрали форму, очень готовы. И мы ждем больших побед. Поэтому мы хотим, наша задача, не то, что мы хотим, наша задача, чтобы ребята попали на международный уровень. И как только у нас будут европейские и мировые медали, уже каждый промоушен в мире, самый сильный, захочет такого парня увидеть у себя в ростере бойцов. Да, у себя в промоушене. И это маленько другой путь, в отличие от того, как идут наши
профессионалы сейчас, да, у них он другой, у нас он более немножко тернист, да, но наша первоначальная задача была это вырастить номинальных ММАшников, да, то есть именно бойцов смешанного стиля. Это мы сделали, это спасибо нашим тренерам, которые сами параллельно с образованием молодежи обучались, сами где-то брали опыт. Александр, ну, еще даже не закончил свою карьеру, да, то есть как бойца. Поэтому, ну, развивается. И можно сейчас заявить, да, что, то есть у нас есть свои номинальные ММАшники, и теперь наша задача сделать их профессиональными бойцами. Хочу дополнить Дениса то, что именно благодаря базе ММА в любителях ты получаешь колоссальный опыт, и благодаря этому ты завоевываешь себе имя, и есть такой плавный переход именно в профессионал, когда тебя уже будут, вот как сказал Денис, уже готовы принимать тебя, и за тебя будут бороться сами промоутеры. Расскажите, пожалуйста, о проекте, который должен стать визитной карточкой ММА Тувы, турнир, который будет собирать бойцов кочевых народов. У нас есть такой проект, в плане, ну, как бы проект, ну, мечта наша, организовать турнир у нас здесь, так как есть у нас турнир «Битва кочевников», сделать его именно любительским, не профессиональным, а именно любительским. И собрать всех бойцов у нас страны, можно даже вот и из средних стран, именно кочевые народы, чтобы они собирались, и именно в плане командном соревнований мерили силами и выявляли лучших бойцов. И мы хотим его провести уже по возможности в этом году, если, конечно, будет такая возможность. И также мы хотим в течение 5 лет из него сделать уже мастерским турниром, чтобы как бы поднялся престиж именно тувинского ММА в России, ну даже в мире даже. Давайте немножко объясним. Мастерский турнир – это… Это турнир, на котором спортсмен, выполнить. да, то есть занявший первое или второе место, получает мастера спорта. Таких турниров у нас в России всего 5. Вот мы бы были очень рады и будем стараться работать над этим, чтобы у нас в регионе появился турнир мастерский, чтобы нашим ребятам было, ну, скажем, проще получать высокое звание и двигаться дальше по своей… Да даже не проще, элементарно, чтобы была какая-то конкуренция, чтобы они приезжали и здесь бились с нашими бойцами. И тем более это будет очень такой большой толчок для развития туризма в Туве, потому что им, если этим турниром заинтересуется больше людей, и в итоге получается много людей узнают о нашей родине. Есть у вас проект, насколько мне известно, называется «Тренер». Это будет школа для детей? У нас есть такой проект, получается, федеральный, это от молодежки ОНФ. Мы совместно сейчас с Федерацией ММА работаем над тем, чтобы… У нас уже есть первые итоги этого проекта, где ребята из сложных семей получают наставника, который им будет помогать найти себя в этой жизни. Этот уже проект работает в городе Кызыле, в Агдаураке, и вот выходцы из этого проекта уже получают первые свои победы на уровне Сибири, даже вот республики. И там проект заключается в том, чтобы именно не только спорт, чтобы ребенок развивался, и в плане именно социологии, чтобы он тоже был более-менее открытым, добрым. Ребята в свободное время, получается, помогают бабушкам, дедушкам одиноким. Это тоже очень важно. Ходят в музеи, в театры. Ну, стараемся вот так вот их поддержать, ребята. Ну и заключительный вопрос. Ваш прогноз на медали на чемпионате России в Анапе, на юниорском чемпионате? Ну, как сказал Денис, мы ждем только победы, потому что мы уверены в наших ребятах. Только удачи ребятам, и мы верим в них. 2 медали, золото и серебро. Спасибо. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на вопросы, поучаствовать в нашем интервью. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас были вице-президент Федерации ММА Тувы Буян Цанам и исполнительный директор Федерации ММА Республики Денис Шалавин. Еще раз вам большое спасибо. И на этом у нас все. Меня зовут Константин Куцевалов. До встречи в эфире.